Первый вопрос в повестке дня очередной сессии Народного собрания – рассмотрение закона о едином социальном налоге. Такой налог призван заменить обязательные платежи в 5 внебюджетных фондов Абхазии. Суть законопроекта заключается в введении единого социального налога взамен действующих страховых взносов и платежей во внебюджетные социальные фонды Республики Абхазия, а именно Пенсионный фонд Республики Абхазия, Фонд социального страхования и охраны труда, Фонд обязательного медицинского страхования, Фонд репатриации Республики Абхазия и Фонд инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 92-93 годов. При введении единого социального налога меняется исключительно статус таких платежей в внебюджетную систему, оставляя при этом неизменным механизм последующего предоставления государством соответствующим гражданам социальных гарантий. Председатель профильного комитета Беслан Халваш, а также руководитель контрольной палаты Зураб Отерба рекомендовали законопроект к принятию в первом чтении. Никоим образом нету уменьшения социальных выплат, всех категорий, которые попадают ранее, в настоящее время, ни в отношении инвалидов Отечественной войны, ни в отношении наших репатриантов, все социальные категории людей, которые подпадают под действие на сегодняшний день действующего законодательства с введением единого социального налога, только будет создана единая процедура оказания помощи этим людям. Наши ветераны, репатрианты, люди, которые относятся по фонду обязательного медицинского страхования, введения ведомственных целевых программ, все обязательства государства, при этом они будут исполняться. И я очень сильно надеюсь, что при принятии вами этого законопроекта, наоборот, улучшится качество социальной защиты наших граждан. Данный законопроект, он, предусматривает снижение налоговой базы. Если сегодня 20% начислений и 1% удержаний, в дальнейшем 18% единый социальный налог составляет от доходов. И формирование расходов по внебюджетным фондам будет происходить так же, как формируется республиканский бюджет по бюджетным параметрам. Депутаты одобрили закон о едином соцналоге в первом чтении с тем, чтобы доработать детали ко второму. Здесь есть заключение соответствующих ведомств, в частности Министерства экономики, Минфина. В Минэке, в заключении Минэка сказано о том, что некоторые фонды есть целесообразность оставить, более крупные. Но все эти опции необходимо обсуждать. В частности, пенсионный фонд, например, предлагается, к примеру, оставить отдельно, потому что там большой бюджет и большое количество дел. Поэтому я думаю, чтобы это мягко у нас произошло, неожиданно мы во втором чтении не вынесли, нужно наверное, и представителей фондов пригласить, и все эти вопросы интересующие обсудить. Процедурой тайного голосования народные избранники утвердили председателей 5 районных судов. Людмила Чанба возглавила Гудаутский районный суд, Асида Аргун Гагарский, Кристина Язычба суд Сухумского района, Марина Ану Агул-Рыбский, Камала Суря Галский районный суд. Кроме того, Кристина Ахуба решением парламента назначена судьей в Ткварчалский районный суд. Почти все из кандидатур председателей вы заслушали все биографии, уже многократно, и все они являются судьями соответствующего районного суда и прошли многоступенчатую систему отбора, и многие из них уже неоднократно были избраны на должности судей соответствующих районных судов. Вы слышали, у кого какой послужной список, и некоторые даже на должность председателя суда. От себя лично прошу поддержать кандидатуру, что касается председателей судов. Что касается кандидатуры судей Ткварчальского районного суда, когда вот Виталий сказал, что у нас ситуация по штату, у нас 2 судей, но 1 штат, который должен был заполнить. Мы действительно очень острая потребность для занятия этой должности. 1 судья у нас находился на больничном очень долгое время, и суд мог остаться вообще без судьи. Мы привлекли судью в отставку для исполнения обязанностей судьи Ткварчальского районного суда, поэтому вакантная должность судьи Ткварчальского районного суда для нас очень важно, чтобы она была заполнена. Я в этом смысле также прошу поддержать кандидатуру Кристины Робертовны для занятия должности судьи Ткварчальского районного суда. Депутаты внесли изменения в соглашение о содействии
содействие социально-экономическому развитию Абхазии, чтобы исполнительная власть смогла провести индексацию зарплат бюджетников, которая планировалась на 2024 год. Как мы знаем, в 2024 году были определенные ограничения в части оказания финансовой помощи со стороны Российской Федерации, ввиду чего мы не смогли произвести индексацию, достигнуть тех целевых значений, которые у нас были запланированы по основным категориям работников, это в сфере здравоохранения, образования, культуры, науки и спорта, ввиду чего эти изменения, индексацию мы планируем произвести в рамках текущего финансового года. Внесены уточняющие изменения в градостроительный кодекс, принятый парламентом в прошлом году. Предложения одобрены в первом чтении. В части 4 статьи 73 изложить в следующей редакции. Внешний облик здания, эскизный проект или сооружения, в том числе заборы, отделяющие территорию застройки, территории общего пользования, при проектировании и строительстве объектов, которые располагаются на улицах населенных пунктов, должны быть согласованы с местными органами государственного управления в области градостроительной и строительной деятельности. Также в статью 74 изложить в следующей редакции. Промежуточное расстояние, определяющее в соответствии с требованием пожарной безопасности, санитарно-гигиеническими требованиями и требованиями к расстоянию до осуществления зданий и сооружений. Также внесли необходимость после проведения достаточно глубоких консультаций, внесли изменения следующие. Абзац 3, части 2, статьи 92 изложить в следующей редакции. Негосударственную экспертизу имеют право проводить только специалисты, аттестованные Центральным органом государственного управления, уполномоченные в области градостроительной и строительной деятельности. А была лицензия. Тем самым мы упростили так называемый доступ и быстрого формы получения того самого разрешения на строительство после прохождения экспертизы. В первом чтении принят закон о закупках. Проект направлен на организацию прозрачного процесса государственных закупок. Проект предусматривает два вида государственных закупок – конкурентную и неконкурентную. Каждый из этих видов госзакупок и их порядок проведения регламентирован в соответствующих статьях проекта данного закона. В целях обеспечения прозрачности государственных закупок проект предусматривает создание электронной площадки проведения государственных закупок, куда открыт доступ всем заинтересованным сторонам государственных закупок. Законом предусматривается обязательные требования, предъявляемые к порядку размещения информации о проведении государственных закупок. У представителей исполнительной власти был ряд замечаний к законопроекту, поэтому он принят только в первом чтении, с тем, чтобы внести дополнение ко второму. В целом, наше заключение сводилось к тому, что этот закон нужно существенно доработать. Очень много моментов, которые невозможны будут к применению в практике. Есть противоречия, правовые коллизии с другими нормативно-правовыми актами, законами. И в этой связи там у нас также было предложение представить пакетом, наверное, и иные законы, в которые нужно вносить изменения в случае принятия данного законопроекта. В законопроекте содержатся внутренние противоречия между статьями, что процедуры, которые указаны в законопроекте, хотя они действительно в отдельных случаях могут привести к положительным эффектам, которые указаны в пояснительной записке, но также содержится серьезный риск невыполнения условий этого закона, в том числе в случае изменений цены на товары. Если взять, как очень простой пример, закуп государственным органом, допустим, администрации района для школ бумаги, но они же не будут сразу все деньги тратить в декабре, чтобы обеспечить на весь последующий год. При выборе одного поставщика речь будет идти о том, что цена в течение года меняется. В таком случае речь идет о нарушении условий конкуренции. Может, другой поставщик мог бы предоставить спустя несколько месяцев более выгодные условия. Либо первоначальный, в конце одного финансового года, либо в начале нового, большой перерасход изначальный на весь страну. Данный законопроект с нашей точки зрения должен быть направлен на поддержание местного производителя. Скорее всего, может быть, логику в этом направлении направить, потому что все-таки конкуренцию на импортные товары мы сделать практически не можем. Да, оно написано, да, но вот в части исполнения очень неоднозначно. Вот прошу обратить внимание, да, было бы хорошо, когда такой пакет законопроекта готовится на предварительной стадии до вынесения
на рассмотрение с нашей замечания учесть. В первом чтении внесены изменения в закон о порядке рассмотрения обращений граждан. Если раньше в госорганы могли обращаться только физические лица, то теперь в закон добавят норму и о юридических лицах. Кроме того, введена дисциплинарная ответственность для госслужащих за нарушение этого закона. Вторая поправка связана с ужесточением ответственности должностных лиц за нарушение закона и привлечение их не только к административной, но и к дисциплинарной ответственности. Данная норма служит условием обеспечения законности принимаемых решений, так как зачастую граждане Республики Абхазия обращаются к должностным лицам, сталкиваясь с тем, что их обращение либо не рассматривается, либо ими не дают мотивировочный ответ, не получают мотивировочного ответа. Повышение ответственности должностных лиц за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан будет способствовать стимулированию должностных лиц на добросовестное исполнение своих трудовых обязательств. Еще один законопроект, представленный председателем Комитета по экономической политике Резу Зантария, закон о государственной поддержке инвестиционной деятельности национального инвестора. Вся мировая практика и вся экономика мира практически считается, что самые комфортные инвестиции – это инвестиции, полученные от национального инвестора. Почему они считаются комфортными? Потому что национальный инвестор не выводит за пределы своей страны, там, где ему комфортно живется и ведет свой бизнес, не выводит. Он дальше вкладывает или в инфраструктуру, или в социальную среду. В этом случае я предлагаю, уважаемые коллеги, рассмотреть детально сам законопроект. Он не маленький, большой, возможно, требует какие-то доработки, учеты того самого детализации, но смысл и принцип – это использовать остаточный ресурс или ресурс национальных инвесторов, сегодня нашего бизнеса, который сообщество занимается бизнесом, в инфраструктурных проектах, в инвестиционных заключенных прямые договора с Министерством экономики. Я так указал. Какие-то инфраструктурные проекты, где возможно участие, это будет определять уже Кабинет министров или уполномоченный орган. Депутат Беслан Халваш отметил, что условия привлечения средств национального инвестора и так довольно выгодные. Дополнительное освобождение от налогов депутат считает излишним. Но мы даем преимущество нашему национальному инвестору, бизнесу, и для этого мы немало с вами все сделали. Но вот тотальное освобождение от налогов, честно говоря, я не могу это поддержать. Депутаты не поддержали законопроект о господдержке национального инвестора. Следующее предложение – внесение изменений в Уголовный кодекс представил депутат Инар Гицба. Суть предложения – увеличить нормы размера ущерба и преступной деятельности, относящихся к крупному и особо крупному размерам. Но чем продиктована данная инициатива? Ну, прежде всего, ростом инфляции, снижением уровня покупательской способности денежной единицы. Те нормы, которые сегодня существуют в Уголовном кодексе, они, в принципе, были введены достаточно давно, и за это время актуальность немножко изменилась. Если в Российской Федерации, к примеру, сегодня ущерб в особо крупном размере исчисляется от 1 миллиона рублей, то у нас эта сумма составляет 150 тысяч рублей. В таких частных беседах я слышу о том, что основное опасение органов правоохранительной системы заключается в том, что люди, которые находятся под следствием по данным статьям, и те, которые уже отбывают наказание, они могут выйти. Но тут немножко не могу с этим согласиться, так как увеличение особо крупного размера повлечет просто смену из части 4 на переквалифицирование статьи, с части 4 на часть 3. Исполняющий обязанности генерального прокурора Руслан Тарба не поддержал инициативу. Показателями, характеризующими уровень жизни и благосостояния населения, являются не уровень инфляции и снижение покупательной способности денежной единицы, а качество жизни, уровень бедности, распределение доходов и уровень занятости. Согласно официальным данным статистики, по состоянию на 1 января 2024 года средняя заработная плата составляла от 11 до 21 тысяч рублей. Лица, получающие абхазские пенсии, получают более чем в 5 раз ниже прожиточного минимума.
который по состоянию на 1 февраля 2025 года составляет 15 800 рублей. В настоящее время в действующей редакции Уголовного кодекса крупным ущербом признается сумма в денежном эквиваленте свыше 50 тысяч рублей и не превышающей 150 тысяч рублей. В то время как предложенным законопроектом предлагается в 2 раза повысить минимальные и максимальные пределы. То есть незначительный ущерб из суммы до 50 тысяч передвигается в сумму 100 тысяч. Получается крупный ущерб от 100 тысяч до 300 тысяч, что обязательно повлечет за собой нарушение баланса принципа справедливости, выраженное в несоразмерности содеянного и назначенного наказания за преступление. Депутаты приняли изменения в Уголовный кодекс во втором и окончательном чтении. Кроме того, приняты изменения в Кодекс о судопроизводстве по делам об административных правонарушениях. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 177 Кодекса Республики Абхазия об административных правонарушениях, возбуждаются исключительно прокурором, а рассмотрение соответствующего дела и принятие решения по возбуждению дела о назначении административного наказания по нему остается за органами государственного пожарного надзора Министерства по чрезвычайным ситуациям в Республике Абхазия. Вот этот вопрос данной поправки подлежит изменению и дает возможность возбуждения дела по административным правонарушениям Министерству по чрезвычайным ситуациям. В закон о введении в обращение памятных монет и банкнот внесены изменения, легализованы изображения, посвященные флоре и фауне, и сформулированы критерии для выпуска монет и банкнот в честь юбилеев известных людей. В целях объективной оценки значимости лица, имя которого предлагается увековечить на памятной монете, монета может быть выпущена в связи с юбилейными датами, которые кратны 10 или 25 и не ранее, чем через 10 лет после кончины лица, имя которого увековечивается. В рамках дополнительной повестки депутаты в 3 раза снизили пеню за задержку налоговых платежей с 0,3 за один день просрочки до 0,1. Предложение принято сразу в 2 чтениях и является окончательным. Надежда Боровикова, Турник Камечпа, Тимур Гогохия, Абаза ТВ.